Добрый день, уважаемые коллеги, члены Республиканского методического объединения учителей физической культуры. Комреспубликанский институт развития образования рад приветствовать вас в новом качестве. Именно сегодня мы проводим установочное собрание с каждым муниципальным образованием, которое в дальнейшем будет формировать свою педагогическую деятельность именно в контексте тех решений, которые будут приниматься на заседаниях республиканских методических объединений. Самая главная наша задача – сформировать единое профессиональное сообщество, сообщество экспертов, которые будут не только решать проблемы, но которые будут представлять лучшие практики для нашего педагогического сообщества, которые готовы будут включиться в обсуждение предметной концепции физической культуры. И самое важное, что сегодня в нашей студии присутствуют председатели методического объединения. И я вас хочу познакомить, представить Берговину Марию Леонидовну, кандидата биологических наук, доцента, заведующую кафедрой теоретических и медико-биологических основ физической культуры Сыктывкарского государственного университета, нашего опорного вуза. И Чубичеву Татьяну Игоревну, учителя высшей квалификационной категории муниципального округа города Сыктывкара, средней образовательной школы номер 16. Именно Мария Леонидовна, Татьяна Игоревна будет вместе с вами работать на протяжении всего периода реализации тех задач, которые стоят перед нашими методическими объединениями. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу еще раз внимание обратить на возможность подключения к нам. Я вижу 5 онлайн-подключений. Пожалуйста, отреагируйте в форме именно ваших сообщений, из каких муниципальных образований вы, кто подключен к нашему сейчас установочному собранию. Коллеги, мы вам даем буквально 1 минуту для того, чтобы вас увидеть, чтобы вы себя идентифицировали. Пожалуйста, в поле сообщения обозначьте фамилию, имя, отчество и муниципальное образование. Я напоминаю, что регистрация была проведена на портале «Открытое образование» и на сайте Института развития образования. Общее количество членов более 35 человек, поэтому нам надо знать, с кем мы сегодня вместе будем работать на первом установочном собрании. Коллеги, мы ждем вашей реакции, нам это важно. Уважаемые коллеги, мы ждем от вас профессионально качественной работы. И нам, конечно, очень важно, кто включился с нами в онлайн-трансляцию. Я хочу напомнить, что мы обязательно произведем запись данного собрания, и данная запись будет представлена на портале «Открытое образование», уважаемые коллеги. А также после того, как все вопросы процедурные вы сегодня решите, будет издан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, где будут зафиксированы все члены Республиканского методического объединения. Я тогда продолжу, что мы выстраиваем с вами вертикаль педагогической работы именно в рамках решения тех задач, которые мы с вами будем сегодня обсуждать. Очень важно, что в каждом муниципальном образовании, это задача, которая будет стоять перед вами,
должны быть созданы муниципальные методические объединения, которые в дальнейшем будут транслировать политику нашего министерства, политику федерального министерства по реализации области физкультуры. И очень важно, что на уровне образовательных организаций подобные же структуры должны тоже сформироваться. Поэтому очень надеемся, что в течение ближайших 2 месяцев будет выстроена именно вертикаль нашей совместной профессиональной деятельности, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, к сожалению, не вижу регистрации вас на онлайн-собрании, но я думаю, что это не помешает нам продолжить. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Марии Леонидовне. Мария Леонидовна сегодня будет вести собрание, вас ознакомить с повесткой собрания. И очень важно, что сегодня вы примете решение, которое будет представлено именно как решение первого установочного собрания нашего РМО по физической культуре. И все данные решения тоже будут публичны, уважаемые коллеги. Я желаю вам успехов, и я надеюсь, что мы встретимся с вами уже на первом официальном заседании. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Повестка сегодняшнего нашего собрания следующим образом выглядит. Очень коротко в первом вопросе мы вам сообщим о роли методических объединений педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми. Вторым вопросом – организация деятельности Республиканского методического объединения учителей физической культуры, утверждение положения о деятельности. Третьим вопросом – выбор Совета РМО учителей физической культуры. Четвертым вопросом – утверждение плана заседаний на 17-18 учебный год. И пятым вопросом рассмотрим разное, ответим на все ваши вопросы, которые будут возникать. Но у нас потихонечку увеличивается количество участвующих в нашем онлайн-заседании. И если можно, с первого вопроса очень кратко я вам сообщу о роли методических объединений педагогических работников в развитии системы общего образования. Галина Владимировна в целом уже обозначила ключевые составляющие роли педагогических объединений, но если можно, да, более подробно, сопровождая свои слова презентации, чтобы было более полное представление. Итак, значит, на данный момент актуальность создания республиканских методических объединений выглядит следующим образом. Очень большая необходимость существует в разработке концепции развития содержания учебных предметов и предметных областей. Также необходимость разработки и освоения новых подходов и технологий преподавания предметов. Необходимость активного обсуждения в педагогическом сообществе и профессиональной экспертизы лучших практик. Необходимость организации площадок для разработки предложений методического сопровождения процессов развития образования. Как уже сегодня было озвучено, да, мы стараемся сформировать вертикаль управления государственно-общественного в сфере образования. Как видно на представленном слайде, что региональное учебно-методическое объединение находится под управлением федерального учебно-методического объединения, и в свою очередь региональное учебно-методическое объединение должно будет управлять работой муниципальных учебно-методических объединений, которые в свою очередь должны будут организовывать работу учебно-методических объединений образовательных организаций. Основными направлениями деятельности федерального учебно-методического объединения считаются: первое – мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов, предложения по изменению и дополнению, методическому сопровождению их внедрения. Вторым пунктом – участие в разработке образовательных программ, проведение экспертизы, научно-методическое и учебно-методическое сопровождение образовательных программ. Третье. Участие педагогических работников в разработке контрольных измерительных материалов для оценки знаний, умений и навыков и уровня сформированности компетенций. Далее. Участие в оценке ОМК. Далее. Участие в разработке программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. И заключительное положение направления деятельности – это участие в разработке профстандартов педагогов. Хотелось бы вам напомнить, что в 2015 году создано Республиканское учебно-методическое объединение в системе образования. Основанием ему являлся приказ Министерства образования Республики Коми о создании Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. В состав этого Республиканского учебно-методического объединения в системе образования РК вошли представители высшей школы, учреждений СПО, муниципальных методических служб, педагоги и руководители образовательных организаций, специалисты института, Коми Республиканский институт развития образования, а также сотрудники министерства.
На слайде представлены особенности республиканских объединений, их цели, да, и направления работы, в том числе выделены некоторые присущие старой форме, например, учебно-методических объединений, особенности, которые являлись, скажем так, не очень эффективными в организации работы. В первую очередь, это неэффективность работы советов как формы решения проблем качества образования школьников и обобщенный характер задач ГИМО в системе общего образования Республики Коми. Далее. Вертикаль управления системой методических образований на данный момент выглядит следующим образом. Это республиканские методические объединения учителей. Далее это муниципальные методические объединения учителей. Далее школьные методические объединения. И непосредственно каждый педагогический работник, который занимается, скажем так, осуществлением своей деятельности в рамках предмета физическая культура. Функции республиканского методического объединения Республики Коми также представлены на слайде. Постараюсь очень коротко. Презентация будет представлена на портале «Открытое образование», можно будет с ней ознакомиться более детально. И тем не менее, значит, первая очень важная функция – это презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения учебному предмету. Далее, организация общественного обсуждения учебно-методических комплексов, пособий, учебников в печатном и электронном виде, а также электронных приложений к ним. Также это содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Организация и проведение экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц. И оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. На данный момент существует 20 республиканских методических объединений по всем областям практической деятельности. Обратите внимание, пожалуйста, общее количество их сейчас 20. Отдельным пунктом 12 выделено РМО учителей физической культуры. Требования к руководителям РМО. Это в первую очередь наличие внутренней мотивации к участию в государственном общественном управлении, также наличие педагогических достижений, наличие значимых достижений обучающихся по результатам участия в конкурсах и олимпиадах, наличие опыта экспертной деятельности в процессе работы в предметных комиссиях и наличие опыта участия в общественных сообществах. Руководителями РМО могут быть или являются педагоги, имеющие опыт достижения высоких образовательных результатов учащихся, успешную профессиональную практику. Также представители высшей школы, представители дополнительного профессионального образования и научные работники в данной предметной области. В заключение хотелось бы ознакомить вас с решением Республиканского учебно-методического объединения от 23 мая сего года, на основании которого были приняты следующие решения. Подготовить проект приказа Министерства образования, науки и молодежной политики об организации методической работы на территории республики, рекомендовать к утверждению положения о РМО учителей, преподающих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», также учителей коми языка и литературы, преподавателей организаторов ОБЖ. Рекомендовать к утверждению список руководителей РМО. Руководителям РМО поручено подготовить проекты положения о деятельности РМО, провести заседание и подготовить список членов РМО. Оказывать адресную методическую помощь педагогам, имеющим затруднения в качественной подготовке к обучающихся к олимпиадам, конкурсам и итоговой аттестации. Коми Республиканскому институту развития образования завершить подбор руководителей РМО и обеспечить информационное, организационное и научно-методическое сопровождение создания и деятельности РМО. Ну вот таким образом, роль методических объединений педагогических работников в развитии системы высшего образования в целом, я надеюсь, вам понятно. Плавно переходим ко второму вопросу. Это организация деятельности Республиканского методического объединения учителей физкультуры, которая должна включить в том числе и утверждение положения о деятельности РМО. Я передаю слово Татьяне Игоревне Чурчевой, которая является учителем высшей квалификационной категории и учителем физической культуры МАО СОЖ номер 16 города Сыктывкара. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я вас ознакомлю с положением о Республиканском методическом объединении именно уже учителей физической культуры. Общее положение следующее.
Положение о Республиканском методическом объединении учителей физической культуры объединяет порядок формирования и содержания деятельности Республиканского методического объединения учителей физической культуры в системе образования Республики Коми. РМО создается с целью активизации деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебного предмета «Физическая культура» в Республике Коми. РМО, как вам уже понятно было с предыдущей презентации, создается на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми как структурное подразделение Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. Организационное, техническое, методическое и информационное сопровождение деятельности РМО обеспечивает государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. РМО в своей деятельности руководствуется федеральным законом 273 об образовании Российской Федерации, федеральными государственными стандартами, образовательными стандартами, настоящим положением и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность государственно-профессиональных объединений. РМО осуществляет свою деятельность на принципах равноправия всех его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. Ну а теперь мы немножечко с вами остановимся на деятельности РМО, которая направлена на решение следующих задач. Это определение приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания учебного предмета «Физическая культура» в Республике Коми, разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения учебного предмета «Физическая культура». Также организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов, учебных пособий, учебников в печатном и в электронном виде, а также электронных приложений к ним и других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами учебного предмета «Физическая культура». Организация участия учителей в совершенствовании содержания форм и методов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации педагогов. Содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Организация и проведение экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенции РМО. Оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения именно по предмету «Физическая культура». Участие в организации спортивных мероприятий, олимпиад по предмету «Физическая культура» для обучающихся. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми. Какие же требования к деятельности Республиканского методического объединения учителей физкультуры существуют? РМО осуществляет деятельность, мы выделили несколько направлений, их буквально 3, но они широко представлены в положении. Это первое направление – организационная работа. Изучив положение РМО, вы можете буквально подробно посмотреть и выяснить для себя, что это значит. Второе – это обеспечение методического сопровождения преподавания учебного предмета «Физическая культура». И третье – это, конечно же, содействие профессиональному развитию педагогических работников. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание? В рамках своей деятельности РМО имеет
право в соответствии с законодательством Российской Федерации распространять информацию о своей деятельности, вносить в республиканское учебно-методическое объединение предложения по вопросам государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования, содержания образования, кадрового обеспечения, учебно-материального, материально-технического обеспечения образовательной деятельности, участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов по вопросам начального общего, основного общего, среднего общего образования в области физической культуры. В составе РМО могут создаваться временные рабочие группы по уровням образования, по разрабатываемым проблемам. РМО ежегодно планирует и направляет в Республиканское методическое объединение отчет о своей деятельности за учебный год, а также направляет по запросу к РИРО и Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми иную информацию о своей деятельности. Вот что хотелось бы отметить, раскрыть вам именно об этом документе как положение о РМО. Что еще хотелось бы вам донести до вашего сведения? РМО имеет структуру, в состав которой входит председатель, зампредседателя, секретарь. На сегодняшний день мы предлагаем кандидатуры для членов нашего республиканского методобъединения, рассмотреть кандидатуры, которые будут представлены на сайте нашего портала сетевого образования, где вы можете проголосовать за кандидатуры. Поэтому большая просьба выйти на портал образования и отдать свой голос за представленных кандидатур. Вот таким образом мы с вами на сегодняшний день завершаем нашу конференцию, видеосъемку. Ну, наверное, да, перед тем, как ее завершить, давайте все-таки в разном, может быть, какие-то возникли вопросы у слушающих нас и смотрящих наших коллег. Пожалуйста, мы готовы ваши вопросы просмотреть и ответить на них. К сожалению, у нас очень мало в этот раз подключившихся наших педагогов физической культуры, всего 6 я вижу на экране. Вопросов пока не возникает. Республиканское методическое объединение учителей физической культуры, естественно, разработало уже перспективный план работы, который будет представлен также на сайте. Вы можете с этим планом ознакомиться, внести предложение. Есть у нас срок корректировки данного плана. Мы работаем по заявкам вашим на все интересующиеся вас вопросы. Естественно, мы будем отвечать и вести плодотворную совместную деятельность. Так, ну что, либо технические какие-то ошибки у нас, да, погрешности, либо на самом деле вопросов у слушателей пока не возникает. Но вам еще раз предлагаем, да, и напоминаем, что есть возможность ознакомиться с представленными сегодня материалами. И опять же, да, если есть какие-то вопросы, то возможно уже сформулировать их на сайте Института развития образования. Да. Да? Мы будем готовы на них ответить. Ну вот, наверное, тогда сегодня все. Благодарим, коллеги, вас за ваше участие. Мы надеемся, что работа наша будет интересной и плодотворной для вас, как для педагогов, для республики в целом, для наших детей. Спасибо большое всем за участие.